Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. С кем закончится мое одиночество? Какой он мужчина для серьезных отношений? Когда ждать? Пожалуйста, кому тема эта интересна, присоединяйтесь к моему гаданию, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах и надеждах на личное. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Когда и с кем закончится мое одиночество? Какой он мой мужчина для серьезных отношений? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, кто он, ваш мужчина для серьезных отношений. Когда же закончится ваше одиночество, с кем, при каких условиях, чего ждать, на что надеяться. Так, ну что, мои дорогие, здесь мужчина вышел. Мужчина ученый. Вот как хотите. Это мужчина ученый. Вот он, смотрите, в центре, видите, он стоит, у него шапка какая-то необычная, и у него вот он как будто бы за трибуной, да, он выступает, либо он что-то пишет, делает, либо выступает, либо работа связана с тем, что вот он должен выступать в публичных местах, там, давать какие-то спичи, речи. То есть человек непростой. Ваш мужчина непростой. Это не какой-то там Вася, Петя, не знаю, там слесарь, монтажник и прочее. А это человек, который либо он учитель, либо он доктор, либо он какой-то деятель активный. Этот человек постоянно за трибуной стоит и людям что-то рассказывает, учит, рассказывает, наставления дает. То есть это какой-то коуч. Понимаете, коуч какой-то вот человек, который делится своими мыслями, своими знаниями. Может быть, кстати, это политический деятель. Понимаете, вот такой мужчина непростой, однозначно. Это не человек, который, не знаю, там в магазине работает, да, продавцом, либо человек, который там таксист. Это человек, который публичный, которого люди знают, в своих кругах знают. Может, он знаменитость в вашем городе, в вашей стране. Вообще, может быть, он мировая знаменитость, понимаете, девочки, что себя недооценивать. У каждого свой жизненный путь, да, и сколько этих историй, когда принцы на обычных девушках женятся. Так что, мои милые, мужчина необычный, стабильный, состоявшийся, статусный, результативный. И даже если ему 20 лет, вот поверьте, этот человек, он, наверное, какой-то, я не знаю, талантливый бизнес-тренер, да, либо молодой начинающий политик. Он, понимаете, он спичи дает, он толкает речи. Люди смотрят, смотрите, сколько людей там и аплодируют. Флаги, вот везде флаги какие-то, с чем-то связанные флаги. Вот этот человек реально, вот он крутой, вот прям хочется сказать крутой. И вы, когда его видите, вы тоже скажете, что он это не простой смертный, это человек, который добился очень многого добился. Я скажу так, что у него идет 50 на 50, 50% за ним люди стоят, которые его продвигали, и 50% его собственная тяжелая работа. Очень тяжело ему далась его популярность, знаменитость, либо тот предел, до которого он дошел. Этот человек в своих чертогах, он звезда, он знаменитость, он селебрити, понимаете, вот в том секторе, в той сфере, в которой он занимается, реализует себя, да, вот его работа, бизнес. У человека, кстати, два дела за спиной, видите, одно да второе. Одно дело его дело жизни, основное, а второе это его, либо увлечение, либо то, что его кормит, понимаете. Человек может быть, например, каким-нибудь допустим, да, он депутат, он работает на государство, он представляет интересы людей, при этом у него есть еще его бизнес, да, который ему помогает жить безбедно. Понимаете, вот человек необычный, очень необычный.
А что с этим человеком? Ну, во-первых, я так скажу, что такого человека вы себе даже в самых смелых мечтах не надумывали, потому что вы уж слишком какие-то разные. Да, возможно, вы девушка из маленького городка, либо вообще из провинции, и у вас таких мужчин попросту не водится. Да? А может быть, вы девушка, наоборот, сама по себе известная, популярная, да? Либо знаменитость именно в своих кругах. Ну, то есть здесь как бы две звезды сходятся, понимаете, ваша звезда и его звезда. То есть кто бы вы ни были, вот девушка, женщина, которая смотрит «Мои гадания», вы тоже необычный человек, вот реально необычный. Либо у вас есть какие-то особенные данные, вы можете быть талантливы в чем-то, вы можете обладать какими-то способностями, может быть даже эзотерическими, может вы там биоэнергет сильнейший, может быть вы прекрасная певица, актриса, музыкант, идеальный слух у вас, либо вы талантливый, я не знаю, там дизайнер. То есть здесь у меня явно две звезды сходятся, две звезды. При этом я вижу, что вы как будто бы два одиночества. И он одинок, и вы одиноки. Но он в своей жизни, он от кого-то отбивается. Вот смотрите, вот он, да, и вот кто-то к нему прям липнет, какая-то женщина к нему постоянно липнет, это может быть его бывшая, это может быть настоящая, то есть кто-то к нему вот как прилипала, женщина прилипала, по-другому не скажешь. Имеет ли она на это право, не имеет, это другое дело. Я вижу, что она к нему прямо присосалась как пиявка, понимаете? Он от нее пытается вот всеми правдами и неправдами отойти, но она вот, ну, вцепилась мертвой хваткой, скажем так, и все. У него, скорее всего, либо есть ребенок, либо он очень сильно мечтает о ребенке. Больше похоже, что есть, и это мальчик, например, да. Вот прям он очень любит ребенка. Очень любит, хотел бы большую семью. Этот человек хотел бы большую семью, да. Если вы уже не в том возрасте, то ему бы очень хотелось иметь вот именно там, не знаю, дом, большая гостиная, где будет собираться очень много родственников, там, на какие-нибудь, там, я не знаю, праздники, чаепития, то есть какие-то встречи. Ему нравится семейный уют, семейное тепло. Человек, скорее всего, был этого лишен, либо как-то это мимо него прошло. И ему теперь очень-очень хочется. Он поставил себе целью, что я хочу себе жену, которая будет мне в первую очередь верным другом, послушайте, не там, что я там должен к ней хотеть, гореть, а именно верный друг ему нужен. В первую очередь он будет искать верного друга, во вторую очередь он будет искать ту, которая вот прям, знаете, настоящая, натуральная, настоящая, вот без всяких там ужимок, без всяких там лисичек и прочее, да, вот женщина, которая, ну вот на его взгляд, да, такая простая, понятная, родная. Но, опять же таки, девочки, все мы понимаем, да, все мы под небом ходим, что вот эта вся простота, это, ну, для женщин она губительна. Все равно нужно где-то иметь мудрость, да, в загажнике, чтобы не опростоволоситься, да, не зря такое слово есть. Вот, так что, мои милые, простота это хорошо, но нужно себе цену знать. Я вижу, что вы в поисках любви, вы в ожидании счастья, вот ваше сердце, и вы его держите в руках. Вот вы стоите одна и держите сердце в руках. У мужчины прилипало, вы одна, сердце в руках. Но у вас за спиной тоже какая-то история. У вас за спиной либо двое деток стоит, либо у вас стоит мужчина, от которого у вас есть ребенок, да, причем у вас любовь огромная к этому своему ребенку, да, и мужчина может пытаться, вот какой-то бывший, да, бывший муж, играть на этой любви, может специально там вас доставать, либо чем-то шантажировать, да, лишь бы вот, ну, как-то к вам прикоснуться, то есть, знаете, играть чувствами ребенка, что, дескать, вот, это же мой ребенок, я там скучаю, 5-10, а сам, ну, к вам, да, таким ужиком будет подползать. То есть у вас тоже как-то бэкграунд есть, понимаете, и у него, и у вас. Вы готовы к любви, а этот мужчина, вы готовы к любви, а мужчина готов к счастью. Вот так вот я бы сказала. Вы друг друга должны дополнить. Вы ему дадите любовь, а он даст вам счастье. Вот такой момент происходит. И я вижу, что вы с этим человеком встретитесь при странных обстоятельствах. Эти странные обстоятельства – это какая-то дорога. Вот она, эта дорога. Причем вы в эту дорогу едете, вы в эту дорогу там собираетесь, конкретно собираетесь. А у мужчины это будет случайность. Вот случайно. Где-то случайно он вас, ну, срисует, да, увидит, подойдет и сам с вами познакомится. Либо через кого-то познакомится. То есть такой момент происходит. Хотя, в принципе, он не из стеснительных мужчин. Он может и сам, для него это вообще не проблема. Что интересно,
у вас эта встреча, она просто предопределена, понимаете, предопределена. Но если вы, мои дорогие девочки, вдруг решите, что нет, не хочу, например, ехать в ту дорогу, да, либо у вас дорога отменится по вашей, скажем так, хотелочке, то, ну, скажем так, эта история, она либо вообще не осуществится, либо осуществится через год. Вот так вот я вам скажу, да. Либо вы познакомитесь вот буквально в ближайшие, там, я не знаю, там несколько, 2-3 месяца, либо через уже год в то же самое время. Понимаете, вот именно это с вашей стороны идет, с вашей стороны эта дорога и с вашей стороны желание. Решайте сами, определяйтесь сами. Этот мужчина, он вас дождется, понимаете, этот мужчина будет вас ждать. Если вы не готовы, если у вас есть какие-то вопросы, если какие-то у вас еще там не закрыты дела прошлого, потому что я вижу вот этот мужик, вот он мне не нравится, видите, он стоит, он ребенка к себе приклеил, да, и вот типа он сердце держит в руках. Но сердце это не к ребенку смотрит, а к вам, понимаете? К вам он сердце свое тянет, а ваше сердце, вот оно у вас в руке лежит. Вот такая история, да. Может быть, вы даже сейчас, на данный период времени, в браке находитесь с человеком, с кем вам неудобно, с кем вам нехорошо, с кем вам, ну, не по душе, да, назовем это так. То есть этот именно счастливый случай, назовем его так, потому что этот мужчина, это действительно какой-то праздник, суперприз, я не знаю, джекпот, как хотите называйте, он вас дождется, он должен войти в вашу жизнь, он в вашу жизнь войдет. И только вы, мои дорогие девочки, женщины, будете решать, быть с этим мужчиной в отношениях, либо нет. Только ваше решение. Он ничего не сможет поменять, ничего не сможет сделать. Если вы захотите, вы будете с ним. Если вы от него откажетесь, он уйдет. Вот. А сейчас я вижу, что вам не хватает ни чувств, ни эмоций, ни любви. Вот муки прошлого, как хотите. Вас до сих пор ранят, до сих пор о вас там, ну, уши у вас и щечки горят периодически, потому что этот мужичок, он такой хитренький, понимаете, ваш бывший хитренький. И знаете, вот у меня такое чувство, что на все готов, вот прям на все готов. Я прям, он какой-то как вот валет, да, перевертыш. Он может и так могу, вот посмотри, как могу. Да, вот доверять бы я ему не стала, вашему бывшему я бы не стала доверять. Даже если он там очень сильно поменялся, даже если он там обещает, клянется, там копытом себя в грудь бьет, все равно, девочки, не доверяйте, не наступайте в 101 раз на те же самые грабли, потому что обманет, потому что у него какая-то, извините, скотская натура есть. Вот вроде как он не может, когда все хорошо. Я честно скажу, может быть, и были моменты, когда у вас было хорошо, но он все портил. Реально он все портил. Поэтому, мои милые, ну, не ваш-то человек, пора с этим смириться. Это первый момент. Второй момент, то, что он вас очень сильно держит, это другое. Да? От этого нужно уходить. Не позволять, чтобы он так вас сильно заякорил и прям, знаете, как, ну, прям вот на крюке у него висите, да. Как никуда не деться, не спрятаться. Ну что, мои милые, мужчина ваш ждет вас через 2-3 месяца при дороге, на дороге. Куда вы поедете, вы куда-то собираетесь, вы куда-то планы держите, куда-то поехать. Это может быть и близко, и далеко, но эта дорога вами ожидаемая. То есть это не то, что там спонтанно, да, а вот вы думаете про эту дорогу, и вы в эту дорогу собираетесь, сейчас уже собираетесь. Но опять же таки, решать вам. Если вы не поедете в этом году, то встреча произойдет в следующем, потому что в следующем вы 100% поедете, а этот человек вас дождется. Да, у него, в принципе, видите, как у самого там еще тоже проблем куча есть. Плюс у него еще, смотрите, тут змея вышла такая. Но тут змея больше на мудрость похожая, понимаете. Тут он... Знаете, как он с этой женщиной пытается по-мудрому поступить, по-хорошему, да, чтобы не отрезать ее от себя с кровавыми слезами, а именно по-хорошему решить вопрос. Так что знайте, что встреча у вас 100% с этим человеком состоится. Ну, а что дальше, будем смотреть в других гаданиях. Мужчина хороший, мужчина перспективный, и этот мужчина может дать вам много-много любви и много счастья. Вот так вот, мои дорогие. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.